Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. В Якутии стоят крепкие морозы, школьники перешли на дистанционное обучение и с нетерпением ждут подведения итогов года и длинных зимних каникул. Родители дошколят готовят костюмы, в воздухе витает атмосфера праздника, но, несмотря на это, работа кипит как в образовательных учреждениях, так и в самом министерстве. О том, какие изменения ждут жителей Якутии в сфере образования не только, мы поговорим с моей сегодняшней гостьей, министром образования и науки Республики Саха-Якутия Ириной Любимовой. Добрый вечер, Ирина Павловна. Добрый вечер. Поздравляю вас с назначением. Вы человек далеко не новый, долго работали заместителем, долго в этой сфере, большой опыт, знания. Желаю успехов и хочу начать с того вопроса, который, такой общий, но довольно важный. Чего нам, родителям, да и всем, кто получает образование в Якутии, ждать от Нового года? Есть ли какие-то планы, установки, над чем в первую очередь будете работать? Конечно, новый грядущий год, 2022, нам, конечно, обещает много изменений. Я думаю, что наконец-то мы отойдем немножко от дистанционного образования, надеюсь. И мы, конечно, все секреты, все азы формы образования дистанционно мы уже освоили, поэтому думаю, что грядущий год будет интересен как и старшеклассникам, так и всем школьникам в плане того, что все учреждения у нас уже имеют опыт работы и в системе доп. Образования, и в системе общего образования, поэтому, так сказать, будут интересные проекты новые для детей. А для учителей, я думаю, что для руководителей год будет интересен тем, что, во-первых, мы отмечаем столетие СССР и столетие образования впервые в республике образован нарком просвещения и образования. То есть Министерство образования тоже столетие отмечает, поэтому мы в связи с этим проведем и съезд педагогической общественности республики, и большое внимание будем уделять на методическое сопровождение наших учителей и поддержку молодых учителей. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 235 0502. Ирина Павловна, вы сами сказали про дистанционное образование, да, не могу не развить этот вопрос. Насколько, на ваш взгляд, вообще дистант может быть качественным? Да, дистанционное образование, к сожалению, 2 года мы живем в этом режиме, но я лично как учитель, как управленец скажу, что нами не очень-то хорошо приветствуется, качество образования при этом не очень-то улучшается на самом деле. Мы это поймем, наверное, через год, когда весной будут сдавать наши 9 класс, 11 класс, которые уже второй год живут в этом режиме, поэтому все равно общение с учителем, очное обучение традиционное, оно всегда дает хорошее качество образования. Но есть учащиеся старшеклассники, которые, наоборот, одобряют один на один заниматься, подготовиться к итоговой государственной аттестации. Наоборот, они, наоборот, любят такое уединенное такое образование, дистанционное, и получать знания в сети интернет. То есть какие-то плюсы в этом все равно есть, да? Для старшеклассников, я думаю, для детей, которые мотивированы, которые сами ищут образование, в этом есть немножко. Но все-таки для младших классов, для среднего звена общение с учителем – это очень важно. Поэтому приоритет все-таки традиционное образование. Не знаю, я, например, лично заметила главное изменение, когда у нас были в школе актированные дни, мы не учились. Сейчас в эти дни актированные в Якутске, и дети все равно учатся дистанционно. Да, вся республика сейчас пока в эти дни актированные дни идут, поэтому дистанционно все учатся. Борьба с коронавирусом, конечно, внесла коррективы в нашу жизнь, да, и лично мне кажется, поправьте, если я ошибаюсь, то дополнительное образование пострадало больше всего, потому что школы все-таки как-то работали, невозможно же дистанционно научиться играть на музыкальном инструменте или в спортивной школе учиться дистанционно. Да, вообще, к сожалению, так.
Как вот, как Да. педагоги справляются? На самом деле мы с самого начала дистанционного образования организовали дистанционную тоже форму дополнительного образования, но это не то, что вот дает навыки учитель или мастер, который обучает ребенка по каким-то компетенциям. Дополнительное образование на самом деле это приобщение ребенка к каким-то вот видам компетенциям, которые он практически должен уметь делать, шить, вышивать, например, рисовать, петь и так далее. Это дистанционно делать очень сложно. Вот, поэтому сейчас максимально малыми группами уже начинают работу наши педагоги. Но, конечно, вначале было очень сложно для всех. Давайте поговорим о конкурсе «Смотри, это Россия», итоги которого не так давно подвели. Как вы оцениваете конкурс в этом году и как считаете, могут ли быть еще инициативы от детей, которые могли получить такие же масштабы реализации? Ну, этот конкурс «Смотри, это Россия» инициировано, значит, конкурс был инициирован главой нашей республики Арсением Сергеевичем Николаевым. Вот, год назад участников было немного, но все регионы принимали участие. В этом году свыше 3000 участников. Опять из всех 85 регионов? Да, все регионы. Конкурс набирает обороты. Очень интересные видеоролики отправляет. Это командная работа. Поэтому вот на самом деле этот конкурс одобрили по всей России. И очень активно принимают участие. Ну, это такая практика, которая началась в Якутии, да, и Да, вышла. это у нас инициатива наша, поэтому такой конкурс на всю Россию теперь проводится. Не так давно в Москве прошел Всероссийский форум классных руководителей. И от Якутии принимало участие целых 7 человек. Ну, я не знаю, или всего лишь 7 человек, или целых 7 человек, много это или мало. Вот как вы считаете, у классного руководителя сегодня какая роль и какие плюсы дают педагогу такого рода мероприятия? Я думаю, что быть классным руководителем – это для учителя счастье. Быть учителем и быть кому-то, детям очень полезным, советником по жизни. Да? Дети же наши, если даже классный руководитель заканчивает 11 класс, они по жизни сопровождают своих детей, поэтому уже как родной человек, получается, и по жизни, как сопровождение жизни каждого человека, у каждого есть классный руководитель, поэтому роль классного руководителя, она огромна на самом деле. Мы все это знаем, всегда у всех были классные руководители, и думаю, что сегодня, когда вот с нас требуют на федеральном уровне единую воспитательную программу, которую нам просто указали по всей структуре, по всему содержанию, да, и даже мы вводим туда региональный свой компонент, программа воспитания РКЕ, классным руководителем сейчас работать немножко стало, так сказать, даже если при таких условиях немножко легче. И стимулирование у нас хорошее стало, но все-таки всегда классный руководитель – это очень ответственный человек и очень важный в жизни каждого школьника. А вы, когда учителем работали, у вас было классное руководство? К сожалению, нет. Я вот всю жизнь работаю в системе образования, всегда была только руководителем. У меня не было класса. То есть прям сразу руководить начали? Мне сразу предложили стать организатором детского движения, потом воспитательным завучем, потом учебным завучем, ну и директором и так далее. То есть прям вот так вот. Но вы с такой теплотой говорили про классное руководство. Может, своего классного руководителя вспомнили? Я вспомнила те годы, когда я сама руководила классными руководителями, сама. Ну и свои классные руководители я с теплотой вспоминаю, и они, конечно, сыграли большую роль в моей жизни. Поэтому... Хорошо, вот есть такой отдельный вопрос, это работа с детьми-инвалидами. Вот, это особая категория, да, которая требует особого внимания. Вот как сегодня это организовано? Да, к сожалению, у нас с каждым годом дети с особыми образовательными потребностями, мы о них так говорим, количество растет, к сожалению, да.
А у почему? нас- Потому что растет в принципе количество детей у нас и ну, в процентном И не соотношении. потому что у нас выявление стало лучше. У нас работают комиссии, которые выявляют медико-психологические комиссии в районах, они создаются. Мы стали лучше выявлять, поэтому помогать вот таким детям корректировке их здоровья, поэтому вот. И таких школ у нас специальные коррекционные школы есть в республике, их 22. Ну и последние годы, в 2020 году, поменялся у нас санитарно-эпидемиологические правила по всей России, и мы по нозологиям стали их делить по 8 видам нозологии. Мы конкретно на них вот уже сейчас должны создавать условия во всех школах, и не только условия среды, там пандусы, да, но и педагогической деятельности мы должны в каждой школе, чтобы были обязательно психологи, тьюторы, логопеды, ассистенты, которые сопровождают таких наших особенных детей. В этой связи надо сказать, что в этом году мы разработали отдельную государственную программу, которая сейчас проходит регистрацию, и мы надеемся на финансирование и на поддержку этой системы работы. То есть это речь об инклюзивном образовании? Да, да, это и есть инклюзивное образование. Ну, то есть это когда для детей создается среда, и они учатся наравне с другими детьми, со всеми детьми. Да. Это в каждой школе должна быть такая среда создана. А если ребенок нуждается в медицинском сопровождении, если по нозологиям соответствует видам специальных коррекционных школ, мы должны направлять именно в такие школы, таких детей. А если ребенок такой степени легкой, они могут учиться в обычной школе среди со всеми детьми. Это и есть инклюзивное образование. Ну, и они потом постепенно выравниваются, да, порой? Да, если корректировка вот их здоровье идет правильно, да, тогда они, конечно, выравниваются. Но вообще это для нас вот такое, ну, не скажу, что новое, но все равно не так давно это в России появилось. И нет ли вот такого, что родители против? Ну, родители других детей против того, чтобы в их классе учились особенные дети. Там. Ну, иногда Бывают это такие? встречается, конечно, да, но мы с родителями ведем индивидуальную работу, и сейчас люди стали совсем другие, они очень толерантно стали. У нас культура сейчас развивается, уровень жизни, поэтому таких родителей меньше становится, которые не понимают таких детей. Ну, есть такая известная фраза, что кадры решают все, да, вот насколько сегодня стоит проблема с кадрами вообще вот в сфере образования, насколько профессионально подготовленные педагоги у нас в республике, насколько вот уровень их. Это очень такая тема интересная для всех нас, для системы образования. Вакансии у нас ежегодно открываются, мы нуждаемся в кадрах, но и поддержка молодых кадров у нас идет, такие программы у нас работают. Еще в 2017 году была такая программа, значит, чтобы учителя выезжали работать на северные районы. Земский учитель, это вот это? Нет, вот? это вот наша региональная программа была, когда вот сертификаты на жилье давали. Помните, да? Вот эта программа восстановлена в этом году, но поэтому в этом году тоже выехали учителя в северные, арктические районы. Это наша региональная программа. То есть они едут, работают на севере 5 лет и заключают договор, вот, и зарабатывают себе на квартиру в Якутске. Да, на квартиру в Якутске 50% стоимости квартиры. Это же очень хорошо на самом деле. Вот, и есть такая программа «Учитель Арктики», это тоже новая, второй год реализуется, когда мы поддерживаем тоже учителей, выехавших в арктические районы. Это и оплата проездных, подъемных, там помощь идет материальная. В этой программе тоже второй год принимают участие наши молодые учителя. Вот. И, конечно, земский учитель. Это федеральная программа. Мы ежегодно получаем квоты. И вот ежегодно 80% мы открываем эти квоты, поддерживаем учителей, которые выехали в северные и арктические районы. У нас вакантные места в северных районах, они очень большие, но и жить, работать там очень сложно, поэтому. Ну а качество подготовки учителей, надо сказать, что у нас 3 педагогических колледжа, которые ежегодно выпускают где-то примерно около 300 учителей начальных классов,
воспитателей дошкольного образования, учителей музыки, физкультуры. Они очень востребованы, потому что они готовят хорошие кадры. Ну и педагогический институт при Северо-Восточном федеральном университете. Их учителя тоже, конечно, подготовлены, уже имеют такие опыт работы, практику проходят непосредственно в школах. Поэтому сейчас, конечно, и стимулирование деятельности учителей хорошо стало, поэтому хочется, чтобы молодые люди пошли работать в педагогику. Хочется, Ну, то есть чтобы так их вот было остро больше. проблема не стоит, да, с кадрами? У нас все-таки вакансии ежегодно растут, но мы принимаем А вакансии меры, ежегодно растут почему? Потому что школ становится больше? Или потому что, наверное, учителя старшего поколения уходят на скорее пенсию? всего, последние годы вот смена поколений идет у нас, вот, и открывается, потому что, у нас многие учителя с одной школы в другую могут переехать и так далее, поэтому, может быть, растут. А так такой причины веской нет, чтобы там бросили эту деятельность и так далее. На самом деле, те, кто выбирает эту профессию, они же от всей души по призванию же выбирают эту профессию, поэтому. Ну, дошкольники начинают готовиться к поступлению в первый класс заранее. Давайте поговорим о поступлении в школу. Если в сельских школах проблем нет, то в Якутске зачастую из-за нехватки мест, из-за большого количества детей возникает множество вопросов именно вот с записью в первый класс. Давайте проконсультируем родителей первоклашек. Да, ежегодно у нас эта тема есть. К сожалению, в городе Якутске из-за того, что у нас мест не хватает, но мы последние 2 года ведем электронную запись в школы, поэтому родители будущих первоклассников сегодня тоже должны знать, что в начале, в начале года, мы обычно, это бывает 1 марта или 1 апреля, иногда меняется дата, мы принимаем электронное заявление. Но при заявлении, конечно, нужно указать язык обучения обязательно, какой класс они выбирают. Если большинство выбирает родной язык якутский, то если при наборе 20 и более детей, открывается такой класс. Вот. Теперь нужно родителям, конечно, консультироваться. Есть такие методические установки на сайте Министерства образования и на сайте городского округа город Якутск управления. Вот, как записаться электронно в школы. Ну, смотрите, вот вы говорите, если 20 и более заявлений, то создается якутский класс. А если 18 или 15 заявлений, я не знаю, меньше, что вот с этими детьми? Они вынуждены идти в русский класс? Или, Нет, в этом случае... Или они идут в другую школу? Нет, я бы так не подумала, потому что руководители у нас учреждений, директора, ведут всегда, когда принимают детей, они сами принимают заявления, сами вот комиссию создают, изучают, там очень такие, в эти дни очень идет такая работа, когда вот они просто мониторят, сколько есть желающих, и индивидуальную работу с родителями ведут. И по желанию родителей сразу открывается вот класс с родным языком обучения. Но все равно каждый год на родительских форумах и так далее всегда стоит стон о том, что не хватает якутских классов, о том, что вот нету якутских классов. На самом деле моя позиция всегда была одна. Все школы, независимо от территории, они должны иметь, конечно, якутские классы. По желанию родители должны открывать. Если на территории, мы же по территориально же делим, да, детей, в смысле по адресам школы. Если одна школа чисто на русском родном языке обучает, то вторая школа обязательно преобладающая, большинство классов так и должно быть. Поэтому в управлении образования делается комплексный план обучения детей на родном языке. Ежегодно этот план обновляется, и с директорами ведется такая работа, чтобы они открывали по желанию родителей. Нет, но понятно, что в идеале, вот сейчас на 203-м, там хорошо, там построили 2 школы прекрасные новые, да, одна икогатана, язычная школа, вторая центр глобального образования, гимназия, там как бы все нормально. То есть по прописке может ребенок пойти либо в якутскую школу, либо в русскую. А если, там, допустим, 8-я гимназия классическая? Ну, рядом стоит тогда, вот эта территория относится, вот 2-я, 26-я, там классов с родным якутским языком обучения, там их много. Ну,
Хорошо, давайте немножко так от первоклашек перейдем повыше. Сейчас модно набирать профильные классы. Вот математические, гуманитарные, экономические и так далее. Вот как вы считаете, насколько себя такая система зарекомендовала и в каком классе имеет смысл вот это вот профилирование? Потому что, ну, кто-то считает, что с малышами бесполезно, там, с средним звеном, да, они сами еще не определились, только к старшим классам понятно. А кто-то говорит, что ну вот гуманитарий, он и есть гуманитарий, и сразу понятно там уже и в 6 классе, что в математике ему ловить нечего. Да, это здорово, когда вот детей мы определяем, уже выявляем в раннем возрасте. Да, ребенок уже в начальных классах, уже к 3-4 классу так видно бывает, да, ребенок какого направления. Но школы предпрофиль уже у нас в 8 классе есть. Вот. Профильные классы не открываются тоже по желанию родителей. И, ну, обычно администрация школы советуется с родителями. Вот. А большие школы сразу несколько профилей открывают. Гуманитарный, там, политехнический и так далее. Разные классы. Вот. При этом я вот поддерживаю такое направление, когда дети выбирают свой профиль заранее. Да. Но бывают дети, которые и до 10 класса не могут выбирать свой профиль, поэтому, конечно, им помогают психологи, родители. Вот. Есть еще такое, что они за компанию идут, например. Могут с друзьями, очень с часто подругами, да, такое идут. бывает. Да, потом это сказывается, что они неправильно выбирают свою профессию. Вот именно на это сказывается, поэтому желательно, чтобы к 8 классу, да, ребенок уже выбрал свой профиль. Ну вот у меня как раз следующий вопрос про профориентацию. Мы к ней плавно так перешли. Насколько вот сегодня у нас в школах она работает, потому что действительно порой выпускнику там, 16, 17, 18 лет трудно определить, там, какую профессию выбрать, куда поступать. А это же важный такой жизненный выбор. Жизненный выбор очень важен для каждого, да. Когда мы тоже были детьми, мы тоже выбирали. Выбор всегда стоит у ребенка, когда он маленький, ребенок где-то в 7-8 классе, ребенок уже должен определиться на самом деле. Вот. Сейчас, я думаю, это не сложно. Век интернета, на самом деле, да. Дети сейчас очень продвинуты. Сейчас очень много профессий новых. Профессий, которые дети даже знают лучше, чем иногда взрослые. Но при этом, конечно, в школе должны помогать психологи, классные руководители, ну и родители должны поддержать. Не должны, конечно, против ребенка, что желание ребенка всегда должно быть приоритетным. Ну вот про новые профессии. Есть же такой даже атлас будущих профессий. Да. Большой такой труд подготовленный. Там какие-то профессии вообще, там, архитектор игрового пространства, да, там. Которых у нас нет, но есть, но, может быть, мы не знаем, да, но на самом деле, да. Вот, какие-то там, но это еще такой понятный пример. А там вообще какие-то такие профессии, о которых, ну, если я журналист, про них не могу представить, что это такое, то, не знаю, наверное, школьный психолог тоже не очень себе представляет, что это. Да, поэтому вот нужно, чтобы ознакомление с профессиями шло уже с малых лет. И самое главное, когда дети выбирают свою профессию, многие школы сейчас работают с большими компаниями, они уже экскурсионно там знакомят, какие профессии есть и так далее. Вот это очень помогает детям в выборе профессии. Ну, давайте поговорим о среднем профессиональном образовании. Вот насколько сегодня молодежь охотно идет учиться в колледж. Ну, потому что, ну, опять же, в наше время там говорили, будешь плохо учиться, пойдешь в ПТУ, да? Вот. А сейчас я уже смотрю, многие там знакомые, нормально дети учатся, и сами выбирают, там, я пойду в колледж после 9 класса. То есть, ну, ничего такого, наоборот, ребенок раньше определился. Ну, надо сказать, что... То есть меняется отношение. Да, сегодня содержательно именно вот образовательная программа среднего профобразования, она очень поменялась. Она другая совсем сегодня. Она вот, конечно, связана с мировыми стандартами.
Например, вот мы же знаем WorldSkills. Это не чемпионат сегодня, это вот именно содержательно каждый колледж меняет свою программу и дает те компетенции, которые очень востребованы сегодня. Мы изучаем каждый год, в каких кадрах нуждается республика, и когда выделяем контрольные цифры приема, тоже с учетом, конечно, потребностей кадров это делается. Дети сегодня идут, потому что сейчас колледжи очень современные стали, общежития очень даже уютные, удобные, да, вот. Ну и поддержка, конечно, студентов стала последние годы, конечно, улучшаться. Вот такой вопрос на WhatsApp пришел. Здравствуйте. Частая смена министров образования Якутии говорит о том, что система образования переживает сложные времена перемен. Насколько вы готовы к конструктивному диалогу с начальниками департаментов УЛУСов Якутии? И насколько готовы к диалогу с учителями и родителями, у которых много вопросов к организации системы образования? Это очень хороший вопрос. Когда меняются кадры, я думаю, меняется и так сказать, требования, поэтому, может быть, меняются кадры, да. Может быть, наоборот, хорошо, кто-то идет на другую работу, совершенствуется, и наоборот, это может быть лучше для этого человека, да, может быть. А с начальником управления образования я, надо сказать, я с ними, так сказать, дружу, потому что я была сама в системе образования муниципального уровня, заместителем начальника в районе была, в городе Якутска была, поэтому со всеми начальниками я знакома и очень даже хорошо общаюсь. Вот, поэтому я я готова со всеми работать, со всеми директорами, начальниками. Я человек открытый на самом деле, поэтому я думаю, мне будет несложно. Еще такой вопрос. Дальневосточная ипотека будет ли для учителей старше 40? Ну, это очень интересный вопрос, который изучается, да, ведь сейчас. Вот. Мы понимаем, то, что и когда и такая поддержка от государства есть, и думаю, что возрастных ограничений наверняка не будет, потому что все-таки, когда поддерживает или учительство, или просто жители Дальнего Востока, это как примется программа, посмотрим. Вот еще один вопрос от зрителя. Хочу отдать сына в профессиональный спорт, но жена против. Ребенок активный, но неусидчивый. Занимается с удовольствием, но сильно устает. Хочу увидеть сына на Олимпиаде. Это мечта. Стоит ли давить на ребенка ради своих амбиций? Ну, если ребенок маленький, если он очень подвижный, значит, он уже готов, наверное, заниматься спортом. Вот. И я думаю, что надо все согласованно в семье, надо обсудить. Вообще, я всегда думаю, что у родителя всегда приоритет должен быть желание ребенка. Если ребенок хочет, у него есть мотивация, он это сделает от всей души. Всегда. Но когда ребенок маленький, там ведь все-таки желание родителей больше играет роль. Ну, наверное, то есть, потому что... Родители тебе внушат, что тебе хочется. Ну, родители методом убеждения там, могут, конечно, с ребенком, но всегда, обычно, если это мальчик, у мальчика всегда свое мнение бывает. Ну, давайте проговорим про экзамены. Самые страшные слова, наверное, в жизни каждого школьника. Причем эти ЕГЭ, ОГЭ, ГИА, у маленьких там самих этих ВПР, тоже они там со страхом, ой, у нас ВПР. Вот вообще, как вы относитесь вот к этой системе? Понятно, что вы внутри нее и не можете... Но вот насколько система вообще ЕГЭ себя зарекомендовала? Тем более, что Якутия, она же была одной из вообще первых площадок, да, по стране, которая ввела эту систему. И сейчас уже можно говорить о каких-то действительно результатах, как она себя показала. Есть вот прям плюсы какие-то? Ну, я так скажу. ЕГЭ, когда вот единый госэкзамен или основной государственный экзамен сдают, ребята, они, конечно, очень волнуются, родителям это очень волнительно. Поэтому всегда вот, когда
готовиться очень ответственный момент. Но оправдал ли себя экзамен, я скажу да. Потому что помните, когда мы тоже заканчивали школу, тоже сдавали экзамены, но мы сдавали экзамены вступительные и в системе среднего профобразования, и высших учебных заведениях. Это было вдвойне волнительнее. Вот. Очень было ответственно. И когда традиционно мы экзамен сдавали, тоже были сложности. А теперь у каждого ребенка есть, если сдаешь ЕГЭ, здесь дома у себя, да, сдаешь, есть шансы такие, чтобы можно параллельно поступить в несколько вузов или в одном вузе несколько специальностей. Вот этот шанс дается ребенку. Один раз дает экзамен, и возможностей много. Вот в этом плане мне нравится на самом деле, да. Но когда мы готовим детей к экзаменам, это системная работа, это результат всей школьной программы на самом деле. Поэтому учителя и начальных классов, и среднего звена всегда отвечают за результаты ОГЭ и ЕГЭ. Это общий труд и общий результат. Поэтому думаю, что уже мы как-то привыкли готовить детей наших, уже научились и знаем, какими методами, способами подготовить ребенка. Ну хорошо, тогда вот в связи с экзаменами у меня вопрос про репетиторов. Потому что, опять же, практически у каждого ученика, родители которого заинтересованы в том, чтобы он сдал хорошо ЕГЭ и поступил там, в какой-то выбранный вуз, есть репетитор. То есть вот, ну, у каждого. Вот дело в том, что образования по программе не хватает или что? Я думаю, репетиторство – это когда родители себе позволяют репетитора. Стоимость репетитора, она не дешевая на самом деле. Вот. И когда это в основном в районных центрах, в городах, может быть, когда тоже мы работали, ну, в сельской местности, репетиторства не было. Но оттуда же тоже дети поступают в высшие учебные заведения на самом деле. Вот. И поэтому на репетиторство акцентироваться не надо. Это особенно родители вот думают, что раз репетитор есть, ребенка можно подготовить, репетитор может подготовить. На самом деле школьный учитель тоже, в основном это же результат работы учителя на самом деле. Вот. Поэтому учителя и ведут и консультации, индивидуальные занятия ведут с детьми. Но и те же учителя и подрабатывают репетиторами. Но на самом деле по закону это запрещается, когда для своих учителей, детей, обучающихся, являешься репетитором за деньги, где готовишь ребенка к экзаменам. Это нельзя делать. Ну, то есть из соседней школы можно взять, а из своего класса нельзя? Нет, я вообще против репетиторства сама по себе. Я это на самом деле не приветствую. Если учитель не дает достаточно знаний не дает ребенку, ребенок, значит, идет к репетитору. Вы своим детям репетиторов не нанимали? Нет. Нет. Я сама никогда не была репетитором. Я тоже была учителем, вот, и не была репетитором. Ну, потому что вы были директором. Ну, нет. Когда даже я была и директором школы, да, я всегда давала часы, уроки биологии. У меня очень много медиков, которые учились у меня, поэтому я как учитель готовила их. То есть, в принципе, репетитор – это такое излишество, да, как вам кажется? Я думаю, это родители, если себе могут позволить, это же платная услуга на самом деле. Вот. Если родители могут себе позволить, то могут. Но я знаю учителей, которые уже не работают в школе, уже на заслуженном отдыхе, и не являются репетиторами. Даже открывают центры и так далее. Вот они могут такую деятельность вести по опыту жизни. Вот эти наши 100-бальники, которыми Якутия гордится, вот интересно, сколько из них без репетиторов-то занималось? Я не знаю, я не мониторила, но это интересная тема для меня.
Надо бы заниматься и этим. Сколько у нас, вот про репетиторство мы не мониторили вообще. Потому что с Сколько у нас табальниками мы раз- гордимся. Мы Но знаем, есть что в Якутии вот табальники, да, каждый год с табальники. мы Но- очень гордимся, особенно последние 2 года. Они у нас количество растет. Но есть выпускники сельских школ, которые Но знаете, в являются сельских таб- школах там все-таки, наверное, внимание больше к ученику. Класс-то меньше, внимание учителю больше. Может быть, и не нужен репетитор, если он в сельской школе, там у них 10 человек в классе или 15. Это же не 30, не 40. Ну, да, в городе Якутске, конечно, очень много детей в классе, но, может быть, внеурочная деятельность, вот после уроков, да, просто времени нет, может быть, у учителя, поэтому дети идут к репетитору, может быть. И такое, может быть, есть. Ну что ж, давайте... Это интересная тема, правда. Займитесь. Да. Ну что ж, последний вопрос. Глава Якутии Александр Николаев в своем послании объявил наступающий год годом матери. Вот, давайте обратимся к мамам и дадим им какой-нибудь совет или пожелание Ага. Ну, от министра образования. к мамам я бы хотела сказать, все мамы, они есть мамы, какая бы ни была, но она мама на самом деле у ребенка. И поэтому хочется сказать, чтобы они больше любили своих детей, общались с ними и как-то их оберегали вот, от разных негативных явлений. Да? И самое главное, мама – это хранительница очага, чтобы они, конечно, следили за детьми, чтобы дети были здоровы, сыты, обуты. Это зависит от мамы. Ну что ж, спасибо вам за интервью. С наступающим Новым годом. Спасибо. Думаю, программа получилась интересной и познавательной. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.